أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، ربي فاغفر زلتي ما أحكمك، أبتغيها مدحة طاغية. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Поистине вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и приветствие посланнику Аллаха, его семье, всем его сподвижникам и тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня. Я свидетельствую, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха. Один он и нет у него сотоварищей. Я также свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, печать всех пророков, милость для всех миров, призывавший к Аллаху с его дозволения и осветивший мир в темные времена невежества. А затем, да воздаст вам Аллах благом за все ваши старания. Вы удивили меня, что собрали столько много людей в таком маленьком помещении. И хвала Аллаху, это разница во времени немножко притормаживает мои мыслительные процессы, потому что для меня сейчас еще 5 утра, и я только встаю. Поэтому получается, что я не спал всю ночь. Но все равно хвала Аллаху. Я родился и вырос в Южной Каролине, в Соединенных Штатах Америки. Меня растили мои дедушка и бабушка. То есть меня вырастили и воспитали мои дедушка с бабушкой, которые были очень консервативными христианами. Мой дед был коренным американцем, индейцем в 4 поколениях, а моя бабушка была дочерью ирландских иммигрантов. Итак, меня растили мои дедушка с бабушкой, которые водили меня в церковь каждое воскресенье. По средам у нас дома была такая традиция – молиться перед тем, как пойти спать. И еще бабушка учила меня молиться перед едой. В христианской вере это считается частью религии. В моем доме никогда не играла музыка. Мне запрещали ее слушать. А в окрестностях дома совсем не было девчонок. Не было никакого безумия. То есть я не ходил на вечеринки, я не ходил на танцы в школу, как все обычные дети. И это было моей обыденностью. Единственное, что я знал о религии, кроме того, что мне говорили, это то, что я учил в воскресной школе. Это была моя религиозная обязанность – ходить в воскресную школу. И в ней мы изучали красивые истории из Библии. Ну, во-первых, нам рассказывали о Ное, о том, как он проповедовал практически 1000 лет, и что очень мало людей последовало за ним, о том, как Бог уничтожил его народ. Потом мы изучали истории о Моисее и о сынах Израилевых, о жителях Египта, о том, как разделилось море, о смерти фараона, и все в таком духе. Нам рассказывали о Давиде и истории с Голиафом, как Давид убил Голиафа. Нам рассказывали, как построил свой великий храм Соломон, о его царстве. Мы также изучали жизнь Иисуса, как он накормил 5000 людей несколькими рыбами и хлебом, о проповеди на горе, о распятии и о воскрешении. То есть все то, что я раньше знал про христианство, но рассказывали более подробно, для более тщательного понимания детей. Затем дедушка с бабушкой перевели меня из воскресной школы в обычное служение, что было очень нудным. То есть это была методическая школа. И эта школа не была, как все евангельские школы, которые показывают вам по телевизору. Там не было барабанов, гитар, не было пения, криков. Все было не так, как в методической школе. В методической школе ты слушаешь речь проповедника, а затем встаешь, поешь, потом садишься, снова слушаешь, встаешь, поешь, садишься, слушаешь, встаешь, поешь, а затем уходишь. Вот и все.
Вот при таких обстоятельствах я вырос. Но все это изменилось, когда мне исполнилось 14 лет. Только это мне помогало взбодриться. В возрасте 14 лет дедушка с бабушкой перевели меня на субботнее служение в первый раз. И в этой церкви был даже спортзал. И это молодежное субботнее служение было полной противоположностью тому, что было раньше. Мы играли в волейбол, баскетбол, тачбол. Мы ели пиццу, торты, сладости. А к концу дня наш проповедник, который жил напротив меня, садился и давал нам 30-минутную лекцию про религию, про то, как нужно себя вести молодежи, как быть близким к Богу и так далее. И мне это все нравилось, потому что в ней все было как в обычной церкви. И когда мне исполнилось 15 лет, я начал обучение в старших классах. На то время у меня еще не было водительских прав, и моя бабушка была очень больна. Она болела раком и лежала на протяжении очень долгого времени. И она убедила нашего проповедника через его маму, чтобы он подкидывал меня в школу каждый день. И для меня это было очень престижно, не только потому, что я ездил с проповедником, который являлся директором этой школы, но также был солидным и водил крутую машину. Это был крутой «Мустанг» 67-го года. И это было хорошим времяпрепровождением, добираться с ним в школу. Мы стали очень близкими друзьями, несмотря на то, что он был в 3 раза старше меня. Но еще был и во много раз умнее меня. Но потом он стал возить меня и на другие молодежные служения в окрестностях Южной Каролины, известной как территория рядом с северо-восточной границей и штатом Джорджия. Школа называлась «Молодежная жизнь». То есть это было христианское сообщество молодых людей. Он начал брать меня на эти встречи. И они были более похожими на те встречи, которые вы видите по телевизору. Там были гитары, барабаны, пение, крики, люди общались на непонятных мне языках или даже падали на пол. Ну, что-то в этом роде. И проповедь была не чтение проповедника из Библии, а проповедь была криками, восторгами, с улыбками на лицах этих людей. Это было лучшим развлечением. Я бы сказал, что в этот период моей жизни я стал становиться христианином, но не по собственной воле. Я сильно полюбил свою религию, и я получал эмоциональное удовольствие от своей религии, которое охватило всего меня, пока действовало то эмоциональное наслаждение. И я хотел бы уточнить насчет этого. Я хотел бы рассказать вам об этом эмоциональном удовлетворении. И это важно, так как многие меня спрашивают об этом для улучшения призыва. Как люди так могут? Как эта вера, на которую мы смотрим совершенно другими глазами? Они же смотрят на нее, используя всю логику. И это из-за того эмоционального наслаждения, о котором я только что говорил. Люди привязываются эмоционально к чему-то и перестают видеть реальность происходящего. Не видят негативные последствия этого и слепнут на все остальное. И это то, что происходит. Вот почему люди живут этой безумной жизнью. Так же, как и наркоман не видит того вреда, который он себе причиняет, или алкоголик из-за эмоциональной зависимости к тому плохому. И также из-за этого распадаются многие браки. И даже в наше время это стало происходить в мусульманской среде, так как отношения стали основываться на страсти, что является очень тяжелой эмоциональной привязанностью. И после того, как люди женятся, эта страсть проходит, и люди начинают осознавать, что больше не любят друг друга и разводятся. Это распространилось даже в мусульманской среде, потому что многие браки начинают основываться неправильно. Есть мужчины и женщины, мальчики и девочки, которые становятся эмоционально зависимыми друг от друга в запретном общении. И как мы знаем, это от шайтана. А когда они женятся, а ведь шайтан любит разводы, он ставит их в такое положение, когда та эмоциональная зависимость теряется, и в итоге брак разваливается. В этом урок для нашей молодежи. Но когда 2 человека женятся по Корану и Сунне, основываясь на довольстве Аллаха, свят Он и велик, то Аллах создаст совершенную любовь между ними, и этот брак будет единственным. Но это уже совсем другая история. Я немного отошел от темы, давайте продолжим. Итак, я эмоционально связывал себя с христианством на то время. И мой друг Бенджамин закончил школу и получил диплом. Стал заниматься в библейском колледже в моем городе, который является очень известным в Соединенных Штатах. И даже известен во всем мире среди знающих христиан. Он называется Университет Боба Джонса. Это неоконсервативный библейский колледж,
в Гринвилле, Южная Каролина. И его область изучения, помимо теории и всего прочего, фокусировалась на изучении текстов. Если я начну объяснять вам, что такое текстовая критика, то нам придется здесь задержаться еще на пару часов. Я думаю, этого никому не хочется. Поэтому скажу проще. Текстовый критик самым легким способом описать его будет сказать, что тот, кто специализируется на изучении достоверности текстов. Почти как мухаддисы в исламе. Только достоверности текстов Библии, в нашем случае. Так как мухаддисы должны иметь знания в хадисах. Они должны знать цепочки передатчиков. И они должны знать биографии этих людей. Также они должны знать тексты и время их написания. Ну или что-то в этом роде. Текстовый критик Библии должен делать то же самое с имеющимися документами, которые относятся к Библии, отрывки которых были найдены в различных частях мира, на разных языках, которые сходятся друг с другом. И во многих случаях они противоречат друг другу. Текстовый критик должен исследовать все эти документы, которых почти 7000, соединенных отрывков, соединенных в Библию. И их задача выяснить, какие из них наиболее достоверные, так как у нас нет оригиналов. И нам неизвестно, что сказано в оригиналах. Ученый, текстовый критик должен распознать, какой из них ближе к оригиналу, к автору. И это очень сложно сделать, не имея оригиналов. И в большинстве случаев не имеется даже цепочки передатчиков. Цепь постоянно обрывается. Почти нет такого в Библии, когда цепочка доходит до автора. То есть таким было направление в его учебе. А я был его лучшим другом. И для меня он был примером для подражания, так как я всегда копировал его. И хотел быть таким, как он. Я хотел стать юным проповедником, затем хотел стать ученым Библии. И я поступил в университет Боба Джонса, то есть я не хотел ждать еще пару лет, так как это маленький колледж. И я хотел стать миссионером уже в возрасте 16 лет. Я знал, чем я хотел заниматься. Я мечтал стать миссионером, мечтал стать ученым Библии, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа, и делать это, имея знания. Я хотел отдаться всему этому и заниматься всем этим так, как думаю, что это движение и эмоции — это часть меня, так как я идеалист. И это часть моей жизни. Я не могу ничего сделать. Так, по-моему, я снова начал уходить от темы. Просто немного хотел уточнить, что я всегда хотел делать все в идеале. И даже не принимал что-то меньше этого. Иногда в моей семье это доходило до безумия, потому что все должно было быть так, как я хочу. И если нет, я выходил из себя. И не успокаивался, пока не делал это так, как считал нужным. И я был таким даже, когда я еще был в христианстве. То есть я никогда не останавливался на чем-то одном. Я занимался восточными единоборствами до тех пор, пока не получил черный пояс, потом перешел в другую школу, пока там не получил черный пояс. Потом открыл свою школу восточных единоборств. То, что мне нравилось, я не оставлял до тех пор, пока не изучу это полностью. И я пробовал все подряд, пока уже не оставалось, что пробовать. Итак, я хотел стать таким, как он. И по мере того, как он стал углубляться в изучение, у него не оставалось времени посещать нашу церковь, и он перестал на время быть юным проповедником для меня, потому что я был слишком молод на то время, чтобы проповедовать для молодежи. Но я уже начал давать краткие лекции в моей школе и некоторых других местах. Мне говорили, что у меня неплохо получается, и наш проповедник разрешил мне делать проповеди для молодежи. Ему понравилось это, когда он наблюдал за тем, что людям было интересно слушать меня, и он решил позволить мне продолжать проповедовать столько, сколько я захочу, несмотря на то, что я был слишком молод для такого рода занятий. Итак, как мой друг Бенджамин изучал текстовую критику, догадайтесь, кто еще ее изучал? Я, конечно же. Все, что он исследовал, я прорабатывал вместе с ним. Все, что он учил, он передавал мне. И опять же, будучи идеалистом, я хотел быть на голову всех выше. Начав учиться в университете Боба Джонса первый год, я хотел окончить его за 2 или 3 года и сразу же получить диплом. Я старался достичь этого как только мог. И все шло к этому до лета 1996 года. Летом 1996 года мой друг Бенджамин задал мне такой вопрос, который изменил мое сознание. Он подошел ко мне и спросил: «Ты когда-нибудь читал Библию?» Я его спрашиваю: «Что ты имеешь в виду? Читал ли я Библию?» «Я просто делаю свою работу, проповедую для молодежи, а ты меня спрашиваешь, читал ли я Библию?»
Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, что я имел в виду. Если я спрошу тебя, читал ли ты последнюю книгу Стивена Кинга, ты будешь знать, что я имею в виду. Это означает, что ты должен прочитать ее от корки до корки. Ты должен знать, о чем она. Ты должен знать главных героев рассказа. Ты должен знать сюжет. И можешь рассказать главные действия. И ты должен знать, с чего она начинается и чем заканчивается. Вот что я имею в виду, спрашивая, читал ли ты Библию. И я ответил ему, что нет. Я никогда не читал Библию таким способом. И я даже не знал никого, кто бы прочитал Библию от корки до корки, начиная с Бытия до Откровения. И кто сказал бы, чем она кончается, и как начинается, кто главные герои, что происходит в середине. Таких людей практически невозможно найти, даже среди проповедников. Даже если они скажут, что читали Библию от корки до корки, это означает, что они прочитали всю Библию за период 10-15 лет. В каких-то местах по 2 раза, но такого почти нет. И он сказал мне, как так может быть, что мы хотим проповедовать Библию, что мы хотим обучать Слову Божьему, которое еще называют основными инструкциями перед уходом из жизни, и мы не читали ее полностью и не знаем ее содержания. Как мы даже осмеливаемся заявлять, что мы проповедуем Слово Божие, когда мы почти ничего о нем не знаем. И я сказал, ну хорошо, и что ты предлагаешь? Он сказал, давай используем лето, так как оно почти наступило, и давай прочтем Библию от начала и до конца. Давай потратим 3 месяца, чтобы прочитать от корки до корки. Отложим все остальные книги. Просто прочитать ее с первых стихов Бытия и до конца Откровения. Он сказал так, как... И я тоже верил в это. Многие возражали мне, говоря, что я никогда не являлся христианином, что на самом деле смешно. Но я верил, что Бог является Богом, и что Он также является человеком, Иисусом, и что есть третья часть Бога, это Святой Дух, и что Он жил во мне. И, следовательно, если Бог живет во мне, да простит меня Аллах, то я обязан прочитать Его Слово, и Он заговорит со мной, и это поможет мне узнать, что Бог хочет от меня. И Он сказал, давай прочитаем всю Библию, и Святой Дух заговорит с нами. Я сказал, давай так и сделаем. Итак, я начал с Бытия. Если я стану рассказывать все, что я увидел, то мы останемся здесь навсегда. Я попытался собрать кое-что вместе в моих видеолекциях. Например, в настоящей истории христианства и других. Но я думаю, что это может занять несколько DVD-дисков. Если собрать все то, что я видел, например, все эти противоречия в языке, на которые мой друг Бенджамин указывал мне, они очень интересны сами по себе. Если вы станете читать на иврите, например, тексты Торы, возьмите у любого иудея, и вы увидите, даже их собственные ученые, когда их спрашивали, не могли ответить ничего, кроме тишины. Есть места в Торе, где язык настолько красивый на иврите, что сразу понятно, что это не может быть написано человеком, так как люди не говорят так. Но вы найдете в других местах, которых очень много. Вы найдете места, в которых текст написан другим человеком, и это уже не тот красивый иврит, а уже слова уровня 2 или 3 класса, может быть, 5-классника, которые звучат совсем по-другому. Грамматика на низком уровне. Вы сразу же можете сказать, что это слова абсолютно разных людей, написанные разными авторами, и что это не исходит из одного источника. И Бенджамин указывал мне на это. Но я говорил, да, но это не важно. То, что я хотел изучать, это содержание. И то, что привлекло мое внимание больше всего, это не противоречия, которых сотни и тысячи. Но то, что привлекло мое внимание больше всего, так это истории пророков. В Библии, и это было начало конца моего христианства. Например, в книге «Бытия» история Ноя, мир ему. В Библии сказано, что Ной проповедовал около 1000 лет, и совсем немного последовали за ним. И он не отчаивался. И когда Богу надоело все это неподчинение ему, так как это были первые люди, которые ослушались Бога, это народ Ноя. И мы, как мусульмане, тоже верим в это, что народ Нуха были первыми ослушниками, и Бог решил уничтожить землю потопом и приказал ему построить ковчег. Ну, мы все знаем эту историю. Но есть еще одна история о Ное, которая не столь престижная. В ней рассказывается, что после потопа Ной узнал, что такое алкоголь, что если позволить винограду бродить, то получится прекрасный напиток, который опьяняет тебя. И там сказано, что Ной, и это описание из главы Бытия, что Ной настолько опьянел от алкоголя, что он вышел из дома пьяным
И, естественно, это видели другие люди, так как Ной не мог это написать, что он вышел из дома раздетым. И, по всей видимости, он предстал перед своим народом, выйдя голым из своего дома, будучи пьяным. И, конечно же, никто не сможет назвать его алкоголиком. Но если вы увидите, что кто-то в пьяном виде выходит из своего дома раздетым, то он алкоголик. Неважно, как посмотреть на это. У того человека есть проблемы с алкоголем или нет. Я видел много алкоголиков, но не видел ни одного из них раздетым. Получается, что у Ноя были проблемы с алкоголем. В этом месте я сказал самому себе: подожди, пророк Бога. Пророк Бога вертелось в моей голове, пророк Бога. Я считал, что они должны были быть лучшими людьми, и что нет никого, как они. И это причина, по которой Бог избрал их для этой цели, так как они призывали к пути Бога своими словами и поступками. И я опять задумался, пророк Бога вышел пьяным из своего дома, да еще и голым. И в этом заключалась проблема для меня. И далее я пришел к выводу, потому что это шокировало меня. Я сказал самому себе: теперь я понимаю, почему никто не слушал Ноя. Люди узнали, что он алкоголик, и ходит по своему дому раздетым. Никто бы не стал слушать таких людей. Если бы вы отправились в центр города, я уверен, что в каждом городе есть бомжи, которые каждый день пьяные, ходят по улицам, просят деньги. Уверен, что здесь также. Давайте представим, что тот же бомж, которого вы видите каждый день, который мочится под себя, ну и все в таком роде. И вот однажды он заявляет, что Бог избрал его, чтобы он был пророком, и послал его с посланием, и говорит, что если вы не последуете за мной, то я построю огромный ковчег в Сиднейском Олимпийском парке. Если вы сядете на него, то спасетесь, а если нет, то Бог уничтожит вас всех. То сколько из вас последует за этим мужиком? Даже если ему удастся его построить. И я сказал самому себе, я понял, почему никто не слушал Ноя, кроме его семьи. Но даже его сын не послушал его. И я подумал, что это действительно странно. Но я продолжил чтение, сказав: ладно, моя цель — прочитать книгу, и я не могу останавливаться на первой главе. Я продолжил и дошел до рассказов про народ Лота. Лут, мир ему, множество различных мнений от ученых Библии, был ли Лут пророком. И было множество дебатов на эту тему. Но не было большой разницы, был ли он пророком или нет. Бог посчитал нужным поместить его в свою книгу. Значит, есть смысл говорить о нем, так как он в ней оказался, не просто так. И рассказы о Луте, мир ему, это истории о Лоте, Содоме и Гоморе, городах, где распространился гомосексуализм. И Бог решил уничтожить их за грехи. И он послал Лота, чтобы предупредить их. Но есть еще одна история о Луте, которая очень и очень непопулярна. И из-за того, что у нас есть здесь маленькие дети, придется пропустить многие из этих историй, потому что я не смогу вам рассказать их полностью, из-за ограничения во возрасте до 16 лет. До 16 лет нельзя это слушать. Потребуется достичь совершеннолетия, чтобы прослушать их все в деталях. И сейчас я не преувеличиваю. В Библии множество историй, для которых вам нужно быть совершеннолетним. Это почти как те истории с черными окнами. Я даже не знаю, есть ли у вас такие здесь. И в этой истории у Лута есть две дочери. У него было две девочки и ни одного сына. У него не было продолжателя рода. Не было мальчика. И его дочери беспокоились об этом, так как он уже старел. И они решили исправить это положение. И удивительно то, как они решили исправить это положение. Рассказывается, что его старшая дочь напоила Лута. Такое ощущение, что истории в Библии повторяются. Дочь Лута, старшая из них, напоила его однажды вечером, а затем совершила с ним прелюбодеяние, после чего забеременела, чтобы иметь возможность родить ему сына. И чтобы быть полностью уверенными, так как процент был 50 на 50, то младшая дочь сделала то же самое в следующую ночь. И они обе забеременели от отца. И в тот момент у меня действительно появилась проблема, так как было уже целых 2 пьяных пророка, и один из них спит со своими дочерьми. И после этого меня стали посещать нехорошие мысли. Тогда я действительно был озадачен историями пророков. Я читал все их.
Но я читал их быстро, потому что в Библии множество моментов, в которых хочется задать вопрос, зачем вообще это нужно в Библии? Это просто рассказы без смысла. Например, целая книга Руфь находится в Библии. В ней нет ни одного места, где говорится о Боге. Это просто любовная история. Прямо как любовный роман. Когда я прочитал, я сказал себе, ну ладно, неважно. Просто прочитал и все. Но все же я продолжил. И нашел еще много историй. И мне не хотелось бы задерживать вас до утра. Но две из них привлекли мое внимание, так же, как и история о Нухе и Луте. Это история о Соломоне и Давиде. Сулейман, мир ему, и Дауд, мир ему. И в истории Соломона говорится, что он был одним из великих царей еврейского народа. По Библии он построил храм, который сейчас иудеи пытаются уничтожить, мечеть Аль-Аксу, чтобы перестроить ее, так как они ждут Мессию, которым будет Даджал. Но есть и еще одна история о Соломоне в Библии, в которой сказано, что Соломон стал настолько слабым в вере, что он стал поклоняться идолам, что он впал в многобожие, в большое многобожие. И я, разговаривая сам с собой, говорю, так, ладно, пророк Бога теперь поклоняется другим богам. Так что же стало с теми, кто следовал за ним? Были ли они на истине или нет? Ведь он был пророком Бога. И это опять оказалось нелегкой задачей для меня. Но я стал читать дальше и дошел до истории о Дауде. И это было тем местом, где я сказал, с меня достаточно. Сколько из вас знает историю о Давиде? О Давиде и Голиафе. Когда Давид убил Голиафа. Вы все знаете об этой истории. Если нет, найдите и почитайте. Но есть еще одна история о Давиде. Опять же, очень пикантная. Это история о Давиде и женщине по имени Батшеба. Но по Библии Версавия. Описывается в Библии, что она была очень красивой женщиной. И однажды Давид увидел ее на крыльце и решил, так как эта женщина была очень красивой, что он должен завладеть ей. Он совершил прелюбодеяние с ней. Но проблема заключалась еще и в том, что она была замужем за одним из командиров армии по имени Урия. Итак, Давид совершил прелюбодеяние. Он должен был быть приговорен к смерти по своему же закону. И теперь Давиду нужно разрешить эту проблему. Он раскаялся в том, что совершил, и попытался все исправить. И как вы думаете, он попытался исправить эту проблему? Изменением себя в лучшую сторону, сожалением о грехе? Совсем нет. Он отправил письмо в свою армию, в котором было сказано, что во время сражения, так как они тогда воевали в землях Палестины, чтобы во время сражения я хочу, чтобы все отступили от Урия, чтобы он умер. И они так и сделали. Урия был убит, теперь Давид может полностью завладеть Версаей. И никто не скажет ни слова. Так он и сделал. Совершил прелюбодеяние, а затем скрыл это, совершив злостное убийство. И вот теперь я сказал себе, ну это уже слишком. Это переступает любые рамки. Я даже не хочу читать дальше. Это действительно перегибание. И я считал, что пророки Бога — это лучшие люди на земле, а они оказались алкоголиками, которые выходят из дома голыми, пророками, спящими со своими дочерьми, пророками, совершающими прелюбодеяние и жестокое убийство. А ведь это первые 5 великих грехов. Все это нарушает первые 5 заповедей. Нет, ну на самом деле, первые 5 заповедей — не поклоняться другому Богу, не посягать на жену соседа и так далее. Они нарушили почти все это. Это ведь не лучшие люди. И не только не лучшие люди, а люди, которых мы видим на передаче «Особо опасен». Как те бандиты в черных кожаных куртках, наподобие них, которых, если мы видим, то начинаем звонить в полицию. Я бы не оставил своего 4-летнего сына вместе с Давидом или Ноем. А если бы Лут приблизился к моей дочери, то я бы застрелил его. И это пророки Бога. Вот в этом и заключалась проблема для меня. Это очень большая проблема. И я начал делать самый большой грех в христианстве. Конечно же, христиане отвергают это, но те, кто покинул христианство, понимают, о чем я говорю. Самый большой грех в христианстве — это когда ты начинаешь задавать слишком много вопросов. Я стал задавать вопросы, очень много вопросов, которые не имел права задавать. Вы можете говорить что угодно, но это самый большой грех в христианстве. Я начал задавать все эти вопросы. Я спрашивал у моего священника, проповедника для молодежи, у других священнослужителей. Я даже спрашивал у одного из самых популярных телеевангелистов в мире. Его имя Бенни Хин.
Он один из самых любимых христианских проповедников также. Он же любит нас, да? По крайней мере, он так говорил, что любит нас. Ну, все они так говорили. Итак, все они говорили мне одно и то же, как будто это был уже подготовленный ответ. Они говорили мне: брат Джошуа, не позволяй знаниям сломать твою веру, потому что мы не опираемся на знания. Мы опираемся на веру. Кстати, в этом и заключается учение Павла, что христиане опираются только на веру, в то, что Иисус Христос Бог, того, что Он умер за грехи всего мира, что это и есть прямое учение Павла. И это основание на веру даст тебе опору для решения этой проблемы. Но не знание. Короче, на самом деле не обязательно что-то знать. Надо просто верить. И он сказал мне, мой пастор сказал мне, что настоящая вера — это вера, которая выходит за пределы понимания. Это настоящая вера. Вера, которая не поддается разуму. Вера, выходящая за пределы понимания. Вот это и есть вера. Но в моей голове это звучало так, как будто бы надо мной издевались. Я не знаю, используете ли вы здесь этот термин «быть игрушкой», но многие люди используют его, даже в отношении своих родителей. И я знаю, что я был как скользкая змея. Вы понимаете? Как будто бы вы пытались продать мне лед. Но это для меня ничего не значило. Затем он сказал мне, мой пастор сказал мне, зачем ты смотришь на Ветхий Завет? Ветхий Завет уже в прошлом. Он был для сынов Израилевых. Это те отношения, которые они имели с Богом. Но сейчас все переросло в новое завещание Иисуса Христа. И теперь у нас есть Новый Завет. Почему бы тебе не читать Новый Завет? Почему бы тебе не прочитать о жизни Иисуса? И ты найдешь там совсем другое. А затем он стал говорить мне о том, что пророки были пророками и в то же время людьми. У них были естественные слабости, и они показали нам, что человек может проявлять их и все равно быть верующим. Я не купился на это, но я не хотел с ним дискутировать в то время, потому что я не хотел потерять свою веру. Вся моя жизнь, которую я оставил позади, я провел всю свою жизнь в этой религии, занимаясь этим делом. Я хотел побыстрее запечатать трещины. И я взялся за Новый Завет, когда закончил Старый. Для меня некоторые вещи стали абсолютно ясными. Несмотря на множество неясностей, которые были в Старом Завете, то, что являлось абсолютной истиной. И первое, что было очень ясным из Старого Завета, то, что Бог один. В этом не было сомнений. Бог один, и много уникальных моментов. Столько стихов, говорящих о единственности Бога в Старом Завете, что их даже не перечислить. Просто не хватит времени. Как, например, «Слушай, о Израиль, ваш Бог единственный. Слушай, о Израиль, я ваш Бог, и нет никого помимо меня. Слушай, о Израиль, я ваш Бог, и нет ничего подобного мне». Какой была первая заповедь? Тот способ, как перевели в версии короля Джеймса, что нет Бога перед лицом моим, что является неправильной интерпретацией слов, потому что можно сказать, хорошо, нет никого перед лицом, но один человек сказал мне такую вещь. Он был индусом. В первой заповеди у Бога нет никого перед лицом. Но он ведь ничего не упомянул о том, что сбоку или сзади. И это совсем неправильный перевод. Правильное же описание того стиха, что Бог говорит в первой заповеди, что нет иного Бога наряду со мной, или что нет Бога равного мне, означает, что Бог сказал в первой заповеди, «Не сравнивайте ничего со мной, не приписывайте мне ничего. Ваше поклонение только для меня, жертвоприношение только для меня». Вот что имеется в виду в первой заповеди. И это очень ясно, без сомнений. И во-вторых, Бог очень ревнивый. Он был очень ревнив. И Он злился, когда сыны Израиля поклонялись чему-либо кроме Него. Он наказывал их и делал их жизнь все более строже. Сегодня считают, что шариат очень строгий, но вы не найдете ничего строже иудейского закона. Этот закон настолько суровый, и это из-за наказания Аллаха, заслуженного ими. Если они попытаются последовать иудейскому закону, они пожалеют об этом. Он действительно требовательный. В нем много всего неукоснительного, как в тюрьме.
Но есть причина тому. Причина, по которой Аллах сделал это. Давайте подумаем, для чего вообще тюрьма? Чтобы держать бандитов. И также в тюрьме есть много психологического. Там слишком много решеток. Мне приходилось проводить работы в тюрьмах, и в них даже больше решеток, чем это необходимо. Там специфические цвета, там специальная униформа. Еда просто ужасная. Все это не только чтобы наказать тебя, но также, чтобы каждый день напоминать тебе, что вы в тюрьме, и что вы здесь по причине, и что вы не выйдете. Вот это все можно найти в тюрьме. И вот почему Аллах наложил на них это бремя, чтобы они не забывали, что Он Аллах. Не ослушайтесь же Его, что Он создает законы, а не вы. Если захотите ослушаться Меня, то я сделаю еще хуже. И еще одно, что я понял из Ветхого Завета, это то, что спасение, это значит, что если ты хочешь попасть в рай, по Ветхому Завету есть только два пути сделать это. Поклоняться одному Богу и подчиняться Ему. И все. Все, что нужно, поклоняться Богу и подчиняться Ему. И ты попадешь в рай. И все. Последнее утверждение Ветхого Завета. А вы знаете последнее утверждение Ветхого Завета? Очень глубокое заявление. Заключительное заявление в Ветхом Завете, пророческой книге Малахии, которая является заключительной книгой Ветхого Завета. Бог говорит сынам Израилевым: «Я не изменяюсь. Я не изменяюсь». И для них это было ясно. Он сказал: «Я не меняю своего мнения. Вот почему я не уничтожил вас». В этом и заключается последнее заявление Ветхого Завета. «Я не меняю своего мнения. Я неизменим». Вот почему я еще не уничтожил вас, потому что я заключил завет с вами, и я не нарушу его, потому что я не передумываю. И мы знаем это из Корана, когда Аллах Свят-Он и Велик говорит, что сунна Аллаха не меняется. Когда Аллах говорит что-то своим созданием, то Он не изменяется. И затем я начал читать Новый Завет о жизни Иисуса Христа. Если я начну детально обсуждать Ветхий Завет и все текстовые проблемы, все исторические проблемы, противоречия послания и Писания, это просто головная боль. Поверьте мне, если вы хотите узнать побольше, то вы можете зайти на мой сайт и найти лекцию «Настоящая история христианства», в которой говорится о Новом Завете. Я хотел узнать об Иисусе. Каким было Его послание? Кем Он был? Чему Он учил? Что Он проповедовал? Какая была у Него жизнь? И я начал изучать Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, но я читал Новый Завет иным способом, не как все христиане. И это причина, по которой они не видели того, что увидел я. Очень ясно. Из-за того, каким способом они смотрели на него. Поэтому я полюбил текстовую критику. Я даже применяю это во многих исламских изучениях. И это приносит мне гораздо более глубокие знания. Вот, например, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В них все рассказы об Иисусе. И способ чтения всех христиан – это чтение Матфея до конца, Марка до конца, Луки до конца и Иоанна до конца. Им кажется, что они читают одинаковые истории, просто рассказанные разными людьми. Но правильный путь чтения – это когда вы читаете синхронно. Вот так, параллельно. И вы увидите совсем другую картину. Можете сделать, например, так. Первую главу от Матфея, в которой происходит несколько событий. А затем читайте первую главу от Марка, затем первую главу от Луки, а потом первую главу от Иоанна. И так далее. Вторую главу в каждой из этих книг, третью главу в каждой из этих книг. Потому что теперь вы увидите одинаковые истории, рассказанные этими четырьмя людьми в одно и то же время. И тогда вы только поймете, что действительно многое не сходится. Они не описывают одно и то же. Но то, что я увидел в Новом Завете, так это, что действительно говорил Иисус. Он говорил: «Бог один». Без всяких сомнений Он говорил, что Бог один. Он прямо так и сказал. Он повторил, как во Второзаконии: «Слушай, о Израиль, ваш Бог один». В книге Иоанна в главе 17, стих 3, он говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Он говорил им много раз, что Бог один. Он говорил, что Отец более меня. Он сказал: «Отец более меня». Когда кто-то спросил его, назвав его благим учителем, он воскликнул: «Почему ты зовешь меня благим, когда нет никакого благого, кроме Создателя?» И вообще-то настоящее значение на греческом, на котором Иисус не говорил, и нельзя даже узнать, говорил ли Он это. Он не говорил на этом языке, но на греческом сказано, что Иисус сказал: «Все благое нисходит от Бога». Все хорошее исходит от Бога. Он сказал: «Почему вы зовете меня благим, когда нет источника благого, кроме одного, и это Бог?» И это есть послание Иисуса, что Бог один.
Иисус говорил о спасении. Так я считал на то время, что Иисус был Богом, но Он не мог им быть, потому что Он говорил, что Бог один. Подождите минуточку, Он говорил, что Бог один, и в то же время Он Бог. Нет, Он не Бог, потому что когда кто-то спросил Иисуса, когда будет день воскресения, Он ответил, что никто из людей не знает этого, и даже Сын, имея в виду самого себя, а только Отец, имея в виду Бога, который на небесах, который знает о часе. Поэтому Он не мог быть Богом, так как Он не знал, когда будет день воскресения. А когда Он обучал людей молиться, Он учил их говорить: «Отче наш, который на небесах, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое, на земле, как на небесах», восхваляя Бога. Затем Он просил Бога: «Дай нам хлеб насущный». Молитва Богу делится на две части. И что теперь очень интересно для меня, как для мусульманина, первая часть молитвы Бога — это восхваление Бога. Во второй же части идет просьба о спасении и наставлении на прямой путь. Это очень интересно. Но, как я уже говорил, Он не мог быть Богом, потому что Бог не может быть незнающим и знающим одновременно. Бог не тот, кто в чем-то нуждается, как в Ветхом Завете. Он совсем ни в чем не нуждается. Сущность Бога и сущность Иисуса не одинаковы. И я подумал тогда, как же мы отправимся в рай, если Иисус не Бог? А может быть, Он был всего лишь Сыном Бога? Может, Он был лишь Богом во плоти? Но я продолжил чтение. И один мужчина, богатый человек, подошел к Иисусу и спросил Его: «О, Учитель, как мне заслужить вечную жизнь? Как попасть в рай? Как мне спастись?» И Иисус не ответил ему, что Он умрет на кресте, воскреснет на третий день и так далее. Он ответил: «Следуй заповедям». Он сказал: «Подчиняйся Богу, подчиняйся Божьему закону». И мужчина ответил, что делает это, что он делает это. И многие христиане закрывают глаза на это из-за своей эмоциональной привязанности. Он сказал: «Я делаю это». И далее Иисус сказал: «Если ты это делаешь, значит, ты праведник. Тогда тебе остается отправиться домой, продать все, что у тебя есть, и следовать за мной. Тебе нужно делать то, что я делаю, если ты настолько праведный. А мне нужна помощь. Следуй за мной». И человек осознал тогда, насколько он не идеален перед Богом. И он ушел плача. И это было посланием Иисуса этому человеку. Соблюдать заповеди, следовать закону Божьему. Хотите попасть в рай? Следуйте Божьему закону. Причем здесь распятие? И я стал наблюдать, что нигде Иисус не говорил, что Он умрет на кресте и на третий день воскреснет за грехи всего мира. На языке оригинала, а я обнаружил, что там такого нет. Единственное место, где вы можете это найти, так это, как бы сказать, в скрытой форме. Это значит, Он сказал что-то, после чего вы можете подумать так. А если вы уже были подготовлены принять это, что именно этот смысл имеется в виду. Но если бы вы ничего не знали о распятии, вы бы никогда об этом даже не подумали. И я только тогда осознал, что послание Бога очень ясно, что Бог один. Поклоняйтесь Ему и попадете в рай. И тому же самому учил и Иисус, что Бог один. Поклоняйтесь Ему и попадете в рай. И я подумал: а как же насчет распятия? Я обещаю вам, что на этом мы подойдем к концу. Я сказал себе, что должен теперь узнать все о распятии, так как это во всех 4 книгах Нового Завета. О чем в них сказано? Зачем им нужно было распятие Иисуса? Зачем вообще такая необходимость? Если Иисус учит спасению, то есть следованию их же законам. И Иисус также сказал, что пришел дополнить тот закон. Он не пришел отменить, но дополнить. И учил людей следовать закону. Но сегодня христиане не следуют этому закону, так как Павел сказал, что закон отменен. И он написал, что тот закон — это не путь к спасению. Но Иисус говорил, что это и есть путь к спасению. И тогда я совсем растерялся. Иисус говорил, что закон — это путь к спасению, а Павел говорит, что закон был только наставлением для веры Христа. После познания Христа нам больше не нужно наставление закона, и что закон отменен, даже начиная с послания к Галатам. И вот где я раскусил его. Когда я прочитал послание к Галатам, когда я читал это послание, учение Павла начиналось: «О вы, неосмысленные галаты! Зачем вы все еще следуете этому отвратительному закону?» И еще Павел сказал, что закон был ужасен. Он сказал, что Иисус Христос был проклят по этому закону, чтобы удалить нас от этого проклятого закона, так как это написано. И он упомянул, что в Ветхом Завете написано: «Проклято все, висящее на дереве». И я остановился прямо там. Потому что это озадачило меня. Я сказал себе: почему Павел так сказал? Ведь должна была быть причина, по которой Павел сделал это заявление. Иисус был распят.
и проклят относительно закона, чтобы спасти нас от Божьего наказания, так как все висящее на дереве проклято. И я вернулся в Ветхий Завет и прочитал заново то место, которое упомянул Павел. И это во Второзаконии. И я начал осознавать, что распятие было худшим наказанием, которое можно было понести относительно закону Моисея. И там во Второзаконии говорится, что если кого распяли на кресте, снимите его в тот же день и не позволяйте висеть ему до следующего дня, потому что все, что вы повесите на дерево или распнете, проклято Богом. Спустите их в тот же день, так как они проклятые люди, и не оставляйте их на ночь. В тот момент меня озарило. Я понял тогда, зачем они хотели распять Иисуса. И я тогда понял, почему Иисус не был распят. Я понял тогда, что распятие Иисуса не было спасением, и я понял, почему Иисус упоминал столько о законе. Я понял тогда, почему Иисус не хотел быть распятым, потому что все это бегло у меня в сознании и давало понять, что не было миссии Иисуса просто прийти и умереть на кресте. И когда его предупредили об этом, что люди хотят распять тебя, он убежал в Гефсиманский сад и упал на лицо свое и взывал к Богу: «Господи, если можно, отстрани меня от этого. Я не хочу быть распятым на кресте». Он взывал к Богу и сильно плакал, и с него стекал пот, прося Бога: «Не позволяй им меня распять». Я сказал: подожди, это полная бессмыслица. Затем сознание стало слабо собирать все по кусочкам. Мы уже подходим к концу. Но есть несколько причин, по которым они хотели распять Иисуса. Первое — это то, что Иисус был человеком, пришедшим к людям, которые почти полностью извратили послание Бога, сынам Израилевым. И была группа людей среди них, которые назывались саддукеи и фарисеи. Это были ученые того времени. Но эти ученые были очень нечестивы. Они были очень испорченными. Они использовали Божий закон и религию Бога для управления людьми и наживания на людях. Для того, чтобы получить богатство и статус, престиж, они использовали Божью религию, чтобы сделать себя лучше остальных. Они оставляли людей без внимания, оставляли людей в бедности и так далее. И Иисус пришел остановить все это. Он пришел, чтобы вернуть все на свое место. Вот почему Он делал некоторые действия, когда они не видели. Например, что Он ходил на поле в день Шаббата. Он пытался дать понять сыновьям Израилевым, что закон Божий для того, чтобы Бог помог вам, а не для того, чтобы вы причиняли боль друг другу. И Он сказал, что был послан к народу прелюбодейному, имея в виду тех фарисеев и саддукеев. Он говорил о них. Первое, что Он сделал, когда вошел в Иерусалим, или последним, зависит от того, какую из книг Нового Завета вы читаете. Он вошел в храм и увидел, что люди обменивают деньги внутри храма, внутри дома Аллаха. Он подошел и перевернул стол, сказав: «Это не место для этого». И так он пришел вернуть все на свои места. И это было его преступлением. Его преступлением было не его послание. Они знали, что его послание было истинной. Они знали, что его послание было правдой. Они знали, что он был Мессией. Проблема, что Иисус был Мессией неожиданным. Он не был из тех, кто пришел и сел на королевский трон в храме Соломона и не управлял миром, будучи владыкой. Это было тем, что они искали. Это было тем, что они ожидали, потому что они настолько вцепились в эту земную жизнь, и она затянула их настолько сильно, что они стали считать, что единственным спасением было управление всем миром. И они желали этого очень сильно. И об этом Аллах говорит в Коране. Вы найдете, что они больше всех привязаны к этой жизни, что если дать им в жизнь в 1000 лет, этого не будет для них достаточно. И Аллах даже призывает их, говоря: «Если вы избранный Богом народ, пожелайте себе смерти», но они никогда не пожелают. И я начал замечать это в Новом Завете. И это было проблемой сынов Израилевых, что единственным путем их принятия Мессии — это то, что если бы Он был королем всего мира. Но Иисус пытался сказать им, что Он не принес им царство этого мира, а что Он пришел принести вам Царство Божье, Царство Небесное, Царство рая. Вот что Бог желает для вас. Рай. Не эту жизнь. Иисус потратил всю жизнь, пытаясь показать им, что этот мир — ничто. То, что я принес вам, так это следующую жизнь. И это было посланием всех пророков. Все пророки говорили, что пришли, чтобы указать вам на царство следующей жизни, что мирская жизнь не стоит ничего. Но они не хотели слышать этого. Не только это. Но затем Он пошел дальше этого. Они сразу, не думая, обозвали Его идиотом. Самой большой ошибкой Иисуса было то, что Он сделал вызов власти. Он сделал вызов правящей элите,
власти людей, считавших себя самыми-самыми. Он пошатнул их престиж. Он показал им, кем они являются на самом деле. И, конечно же, как и в любое время, им стало неважно, с каким пришел ты послание, насколько правдиво твое послание, насколько чиста твоя жизнь. В тот момент, когда ты начинаешь подрывать статус правящей элиты, в тот момент, как ты пытаешься показать свою систему жизни, и это идет в полное противоречие тому, как они управляют людьми, ты станешь врагом номер один. И они не побрезгуют ничем, чтобы заткнуть тебя, избавиться от тебя. Вот это и произошло с Иисусом. И то, что случалось со всеми пророками. И это то, что Варака ибн Науфаль сказал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, что он уже знал. И Варака сказал: «Я мечтал бы снова стать сильным и молодым, чтобы я смог быть рядом с тобой, с моим мечом, в тот день, когда люди накинутся на тебя». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Они накинутся на меня?» И он ответил: «Никто еще не приходил с тем, с чем пришел ты, чтобы люди не противостояли ему». И это то, что произошло с Иисусом. И что им нужно было сделать? Им нужно было избавиться от него. Иисус должен был уйти. Им надо было найти, как избавиться от этого человека. Но они не только хотели избавиться от него, потому что Иисус не был, как остальные пророки. Они понимали это. И Иисус пришел, источая чудеса. Аллах послал его с чудесами, которые я никогда не видел. Они сказали, что не только хотят убить его, так как они не могли просто убить его. У Иисуса не было своего племени, не было родословной, не было отца. Они не могли просто-напросто убить его и выбросить. Никто не мог сделать этого. Но то, что они хотели сделать, так это разоблачить его. Вот чего они добивались. Им нужно было разоблачить его. Им нужно было сделать, чтобы он выглядел настолько глупо, чтобы уже никто не поверил его посланию. И они понимали. Они были очень умны. Они сказали, что есть один способ сделать это. Он говорит, что принес закон Божий, пришел, чтобы дополнить закон Божий, потому что они пытались и другое. Если вы прочитаете, то увидите, что они пытались уловить его много раз. Если вы читали в Новом Завете, что они пришли и спросили Иисуса однажды в надежде поймать его на слове, спросив: «Как ты думаешь, нужно ли нам платить налоги Цезарю?» Если бы Иисус сказал «нет», все, он пойман. Это большое преступление. Они смогли бы убить его. А он ответил: «Дайте Богу то, что вы обязаны ему дать, и дайте Цезарю то, что вы обязаны ему дать, и оставьте меня в покое». Они продолжали спрашивать его о многом, пытаясь поймать его, но ничего из этого не получилось. Затем, то, что они решили сделать, было тем, что решили говорить о нем, что он объявляет себя царем иудейским. И это прямой вызов империи царя. Они стали называть его царем иудейским. И, в общем-то, можете и не верить, но он был распят не из-за того, что называл себя Сыном Божьим, так как они прибивали к кресту всех, кто называл себя царем иудейским. Но затем они стали добавлять, что он называет себя божественным, имея в виду его слова, что Отец и Я одно. Но они толковали это неправильно, так же, как и христиане сегодня. Они стали использовать это как прямой вызов по отношению к Цезарю. И далее его привели к Понтию Пилату, сказав, что нужно распять этого человека, нужно его убить, он беззаконник. Но после того, как Понтий Пилат разговаривал с Иисусом, что он сказал потом? Что не видит вины в нем, заберите его. Но они настаивали, чтобы Понтий Пилат приказал его распять. И на то была одна причина, по которой они желали распятия. Когда Понтий Пилат спросил, что вы хотите с ним сделать, они сказали распять. Он спросил: распять? Они сказали: да, распять. И на то была причина. Из-за того ветхозаветного заявления, где сказано, что все, что висит на дереве, проклято, они понимали, что если смогут распять Иисуса, то докажут, что Он не Мессия, так как вы не сможете распять Мессию, посланника Бога, то есть наказать его с помощью того закона, про который Он сказал, что пришел дополнить его, и он окажется в глазах людей идиотом, если, конечно же, у них это получится. И тогда никто не уверует в Него. И поэтому также Павел сказал, что распятие было гордостью иудеев. Они смеялись над христианами, говоря: «Вы что, верите в распятого Мессию? Да неужели? Невозможно распять Мессию. Этого просто не может случиться». И они знали. И именно поэтому хотели распять его. И когда Иисус осознал это, вот тогда Он и отправился в Гефсиманский сад. И поэтому Он упал на свое лицо и молился Аллаху так сильно, говоря: «О Аллах, не позволяй им распять меня». Потому что Он понимал, что если они распнут его, то никогда уже в него не уверуют, и что он не выполнит задание. Он боялся, что все, что он сделает, окажется зря.
И мы знаем, что Аллах Свят Он и Велик ответил на это. И я понял это только тогда, когда стал мусульманином. И указание на это, я уже подхожу к концу, и прошу вас набраться терпения. Указание на это мы знаем, что наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что каждому пророку была дана мольба в течение жизни, на которую Аллах обещал ему ответить. Так или иначе, каждому пророку был дан один билетик, чтобы попросить у Аллаха все, что угодно, и он ответит. И Аллаху известно лучше. Но, возможно, это и было просьбой Иисуса. Может быть, Он выбрал его именно в то время. И оно было как раз кстати. Взмолив: «О Аллах, ответь, помоги мне сейчас». И некоторые ученые полагают, что так и случилось, потому что относительно Евангелия от Варнавы, которую никогда не используют как доказательство, потому что Евангелие от Варнавы имеет свои погрешности к достоверности. Но относительно Евангелия от Варнавы Иисус попросил об этом, и ангелы спустились, чтобы забрать его. И это было ответом, и Аллаху ведомо лучше. Но есть вероятность, что именно из-за этого Аллах и спас его. Я понимал внутри себя, что Иисус не мог быть распят. Я осознавал это, потому что когда я начал читать историю о распятии сначала, более углубленно, даже по Новому Завету, я понимал, подождите минуточку, Иисус не был распят. Это абсолютно разные истории. О том, что там происходило, это разные рассказы о том, что было на распятии, и разные истории о том, что произошло после распятия, и даже воскрешения. Потому что я стал расспрашивать о распятии. И один человек даже сказал мне: «Посмотри, у нас даже есть подтверждение в Евангелии от Фомы». Это немножко другая книга, она не из Библии. Он сказал, что отправился к Иисусу, и Иисус сказал ему: «О, Фома, почему ты сомневаешься, что я был распят? Взгляни же на мои руки, ты увидишь следы». И я сказал себе: подождите минуточку. Распятие ведь не через руки. И об этом мне говорил один иудей, когда он смеялся над историей о распятии. Потому что христиане всегда рассказывают всем историю о стигматах. Ну, вы, возможно, слышали об этом. Об этих якобы чудесах, когда на руках появляются кровоточащие раны. Это просто физически невозможно, распять кого-либо через руки. Вы прибьете кого-то через руки, повесите его на стену, а затем посмотрите, сколько он там сможет провисеть. Тяжесть тела не позволит ему там висеть. Я просто посмеялся над этой сказочной историей. Повесить кого-то через руки. Христос не мог быть распят через руки. Распятие совершается через запястье, через сухожилие. Но, в принципе, это не важно. Я уже тогда понял, что Иисус не мог быть распят. И я стал задавать вопросы. Конечно же, меня сразу отстранили от проповедей. Я даже не мог больше общаться публично с людьми, чего я, в принципе, больше и не хотел. Потому что я больше не мог учить посланию, в которое сам не верил. И в конце концов, мой друг Бенджамин, когда я сказал ему то, о чем я думал, улыбнулся и сказал: «Пойдем со мной». Он отвел меня к своему профессору. И этот профессор Библии сказал мне: «Джошуа, книга, которая у тебя в руках, это Библия. Эта книга написана руками мужчин и женщин. И в течение 1000 лет она много раз переписывалась. Она переписывалась от руки в течение 1000 лет. И люди наделали в ней множество ошибок, когда переписывали ее. Иногда ошибки были случайными, иногда целенаправленными. Она изменялась много раз по разным причинам». Он сказал: «Да, то, что у тебя в руках, это Писание, которое писали мужчины и женщины, и они оставили в нем свои отпечатки. Она не без ошибок, и она не идеальна. Да, она не такая». И потом добавил: «Но люди, которые верят в нее лишь верой. И это та вера, которая позволит им оправдаться и спастись. Это та вера, которая дает им надежду на спасение, потому что настоящая вера — это что? Это верить, даже если ты не способен понять. Верить, даже не имея причин на это. Верить даже в слепые доказательства». Я сказал ему: подожди, позволь я кое-что скажу. То, что ты сейчас здесь говорил, для меня это полная чушь. Потому что Бог идеален. Ведь так? Он сказал: да. И я сказал: тогда книга Бога тоже должна быть идеальна. И пророки Бога тоже должны быть идеальными. И послание Бога тоже должно быть идеальным. И все, что бы ни спосылалось от Него, тоже должно было бы быть идеальным. Вселенная, созданная им, идеальна. Ты говоришь мне: Бог идеален. Мир, созданный им, идеален. Законы, созданные им, идеальны. Люди, которых Он сотворил, идеальны. Но когда мы обращаемся к Его Писанию, чтобы претворить его в жизнь, то мы видим, что оно совсем не идеально. Его пророки были хуже, чем большинство людей, которых я встречал за мою жизнь. Его книга — это хлам, не имеющий подлинных авторов. Религия настолько глупа, что единственный путь, через который можно в нее верить, это только если отключить свою логику, которую Бог дал нам для того, чтобы понять мир вокруг нас. Это единственный путь, через который я могу спастись. Он сказал: выходит так. Я сказал: тогда эта религия не для меня. И я полностью покинул христианство, сказав, что это бред. И я стал изучать другие религии. Я изучал индуизм.
Это прям какое-то сборище богов. Ну, так оно и есть. То есть один бог дает жизнь другому богу, который потом возвращается, убивает его мать, потом спит со своей сестрой. А на следующей неделе появляется еще один бог, который сотворил еще что-то. Просто какое-то безумие. Потом я изучал буддизм. Правда, я не понимаю, почему его называют религией. Будда никогда не упоминал о Боге. Он никогда даже не говорил о существовании Бога. Я не могу назвать это религией. Я изучал теизм. Неплохое учение, но все равно мусор. Я изучал черную магию, включающую в себя иллюзию, магию, колдовство. Все эти вещи я изучал. Потом изучал бусидо, честь самурая. Очень хороший кодекс чести, связанный с мечом. Но он был точно не для меня. Короче, я изучал все, что попадало мне под руки. Как-то раз один пастор сказал мне, и было это сказано очень высокомерным тоном: «Ты только что доказал, что ты лжешь, говоря, что ты изучал все мировые религии, меньше, чем за 1,5 года. Ты просто глупец». Я сказал: «Ты прав. Я был им. Потому что если бы я взял стакан грязной воды, чем являются ваши мировые религии, и выпил бы глоток, понимая, насколько она грязная, давай-ка я продолжу пить, пока не выпью весь стакан, в надежде на то, что последний глоток будет чистым, то это и есть мировые религии. Глотнув однажды и осознав, насколько она грязная, я выливал и опускал стакан. Вот что я делал. Когда я изучал религию и понимал, что это мусор. Значит, это мусор. Если вы отправитесь к мусорке, понимая, что там только мусор, то что вы ожидаете найти на дне? Еще больше мусора. И я оставлял это. И однажды я прочитал книгу об исламе. Я взял эту книгу из городской библиотеки. Сейчас я уже не помню точно, как она называлась. И в ней говорилось, что муслим происходит от слова музлим, означающее «тот, кто угнетает другого». Происходит от слова зульм, музлим, что означает «тот, кто творит несправедливость, угнетение и зло». И это слово не просто произнести. И в ней было сказано, что мусульмане поклоняются Богу Луны, которого зовут Аллах, который живет в черной коробке в пустыне в Саудовской Аравии. Что все мусульмане – арабы, у которых много жен, и они избивают их с утра до ночи. И что самое благое дело для мусульманина – это убить не мусульманина в любое время и в любом месте, после чего им будут даны девственницы, ждущие их на небесах. Я закрыл эту книгу, положил обратно на полку, жестко вычеркнул ислам из своего списка и сказал самому себе: если я когда-нибудь выберу другую религию, это никогда не будет ислам. И если я когда-нибудь встречу мусульманина, я сразу начну драться с ним, прямо на улице, а потом позвоню ФБР. Я говорю: я никогда не видел мусульманина, живя в Южной Каролине. Я никогда не видел мусульманина в своей жизни. И на тот момент я считал, слава Богу, что я его не видел. Потом я полностью оставил все религии. И в 17 лет я сказал: знаешь что, Бог, если ты не хочешь помочь мне, тогда я сам найду этот прямой путь. Если ты не хочешь показывать мне его, я найду его сам. И я обещаю тебе, что докажу, что я смогу это сделать. После чего я стал пить, гулять, получать все то, что можно получить, будучи 17-летним. Потерянным, со злобой к Богу, со злобой к религии. Так можно нажить большие неприятности. И как я рассказывал раньше, я идеалист. Если бы я захотел быть буддистом, то одел бы оранжевое, побрил бы себе голову, надел бы сандали и ходил бы так по улице. Если бы я захотел быть колдуном, то околдовал бы всех. Если бы я захотел быть самураем, то бегал бы по улице с мечом. И все в таком духе. Я такой, какой я есть. И когда я выходил на улицу, я хотел быть просто супер-гангстером, супер-беспредельщиком. Тупак с группой Talk Life тогда был очень популярен. И на тот момент, когда его убили, все в таком духе. Так что я был во всем этом, и у меня начались проблемы. Моя злость переливалась в драки. Меня выгнали из школы. Пришлось ходить в вечернюю школу, чтобы закончить обучение. Меня арестовывали. Однажды содракал с одним парнем, который не хотел отдавать мне телефон. А я его заставил отдать его. Хотя это особо не помогло, потому что он сломался. Потом я узнал, что, оказывается, он был сыном судьи. Мне было даже на это плевать. Во мне была злость. Я был просто злым, и у меня был черный пояс по восточным единоборствам. Я считал себя ожившим Брюс Ли, взяв это, наверное, из индуизма. Считая себя ожившим Брюс Ли, то кто бы ни попадался мне на пути, непременно происходила связь с кунг-фу. Прямо на улице. Мне особо не нужен был повод, и я иногда сам искал поводы, чтобы излить свою злость.
И это принесло мне множество проблем. Но две вещи поменяли все. Первое, то, что я забыл вам рассказать. Я играл в бейсбол всю мою жизнь. Бейсбол был у меня в крови, я дышал этим и спал этим. У меня был природный талант к этому. И во время старшей школы мне пообещали, что если к ее окончанию я продолжу в таком духе, то мне будет гарантировано 4-летнее обучение в одной из лучших бейсбольных школ страны. Но я потерял этот шанс, избив того парня с телефоном. После чего я решил, что если у меня не получилось поступить, я останусь здесь и буду тусоваться. И однажды я возвращался с одной вечеринки с моим другом, и будучи вдвоем, выпившими, мы перевернулись на машине. Нам сказали, что мы перевернулись 7 раз. Но я этого даже не помню. И самое интересное, что машина была полностью уничтожена, а мы ничуть не пострадали. Он вывихнул лодыжку, что в сравнении аварии было ничто. А у меня был порез на руке, шрам, который остался до сих пор. Вот и все. Этим мы и отделались. И полицейский, который подъехал к нам, сказал, что, видимо, у Бога есть цель для вас двоих. Потому что люди не выживают после такого. Он сказал, что видел огромное количество аварий, которые были намного легче этой, и там люди не оставались в живых. Он сказал, что у Бога есть цель для вас двоих, и вам нужно ее найти. И я посмеялся над этим. Не ему в лицо, а внутри себя, потому что меня решили не сажать в тюрьму. И я не хотел подогревать обстановку. И я сказал ему, что ж, если у Бога было задание для меня, то он уже упустил свой шанс. Потом посмотрел на моего друга и сказал, вероятно, у Бога есть задание для тебя. Так и выходит. И я рад этому. И через пару месяцев, 1 или 2, после того случая, я так и не получил назидания. И я решил отправиться в Нью-Йорк с моим другом, так как мой отец жил там, на то время. Итак, я отправился в Нью-Йорк, и мы с другом остановились в мотеле. Я сказал ему, что мне нужно найти банкомат, и отправился на поиски, чтобы снять немного денег с бабушкиного счета. Она разрешила мне взять немного. А в Нью-Йорке банкоматы находятся в стеклянных будках. Я не знаю, есть ли у вас такие тут. Вы проводите своей карточкой, заходите в банкомат, дверь закрывается позади вас с помощью магнитов, чтобы только один человек мог зайти внутрь. Но воры очень сообразительны. И они придумали гениальный способ. Они кладут маленькие камешки в угол двери, и когда дверь закрывается, магниты почти не соприкасаются. Но выглядит так, будто бы дверь закрыта. И в этот момент, когда вы получаете свои деньги, мужчина с пистолетом или ножом заходит туда. И что вы будете делать? Вам, конечно, придется отдать свои деньги. Итак, я повернулся и увидел парня с направленным на меня пистолетом. Прямо мне в лицо. Это был револьвер. Я никогда не забуду тот день. Я не знаю, какой модели он был, но когда им направляют вам в лицо, он выглядит вот таким. Его, наверное, нужно вытаскивать вот так. Вот таким он мне показался. Перед моим лицом. И, вероятно, ему действительно нужны были эти деньги. Я никогда не забуду его лицо. Никогда не забуду, как выглядел этот пистолет. Он смотрел мне прямо в глаза. Он не говорил ни слова, ни руки вверх, ни давай сюда деньги. Он смотрел мне в лицо, а потом нажал на курок. Я помню, как сейчас. Звук движения курка. Звук. Щелк. Я запомнил его. Так, как будто это произошло 10 минут назад. И произошла осечка. Прямо перед моим лицом. И в этот момент у нас двоих был ошеломленный взгляд. Я был в шоке, потому что моя голова не разлетелась. И он был в шоке, так как не получилось выстрелить в меня. И мы стояли и смотрели друг на друга, потому что никто не знал, что делать дальше. Потому что, когда случается такое, мозг перестает работать. В твоем теле вырабатывается огромное количество адреналина, и происходит одно из двух. Либо вас затормаживает, либо вы можете использовать этот адреналин для чего-нибудь нереального. Вы, наверное, слышали все эти истории, что мать смогла поднять машину из-за ребенка. Это вполне возможно физиологически, когда у вас такое состояние. Вы можете делать безумные вещи. И вот мы вдвоем стоим как вкопанные. Потихоньку я начал осознавать в голове, что если я сейчас не уберусь, то этот парень снова выстрелит. Как будто маленький человек бегает в голове с колокольчиком, говоря, «Эй, ты что? С ума сошел? Если ты сейчас не уберешься, второго раза такого может не случиться». Тогда я толкнул его, пистолет выпал у него из рук. Он упал, я выпрыгнул и убежал. Вернувшись в отель, я сказал другу, что нам нужно убираться. И в ту же ночь я поехал в Северную Каролину. 18 часов пути. Я никому не рассказал о том, что произошло. Потому что если бы я рассказал моей бабушке о том, что случилось, которая затем, скорее всего, сказала бы это моему отцу, что я отправился в Нью-Йорк после того, как почти не убил себя, и мне чуть не выстрелили в лицо. Мой отец бы просто не выдержал и сам бы меня убил. Я никому об этом не говорил.
До того, как мне не начали сниться кошмары. По поводу этих двух случаев. Эти сны превратились в ночные терроризирующие кошмары. Я не знаю, были ли у вас терроризирующие кошмары. Это худшие кошмары. Это худшие кошмары в самом высоком разрешении. Вам иногда кажется, что вы чувствуете запах. Прям какие-то сенсорные сны. И эти два сна были о тех происшествиях. О том пистолете и об аварии. И обычно плохие сны никому не рассказываю. Но для целостности этой истории я расскажу вам. Эти сны кончались моей смертью. И обычно люди не умирают от этого. Это случается очень редко. Обычно ты просыпаешься в тот самый момент. Не знаю почему, но пробуждаешься именно в этот самый момент. И в этих снах я умирал. И в тот момент, когда я умирал, случалось две вещи. Я чувствовал очень резкий запах. Я помню его, как сейчас. Очень резкий запах. И там, по ту сторону, было что-то, что ожидало меня. Я не могу это объяснить. Что-то очень странное. Но что бы это ни было, оно ждало меня по ту сторону. Стивен Кинг в своих самых безумных мыслях даже не может себе такое представить. Чем бы это ни являлось, оно ждало меня в грядущей жизни. И если это всего лишь 1 миллионная, всего лишь 1 миллионная того, что ждет неверующих в последней жизни, то я умываю от этого руки. Потому что это одна из самых ужаснейших вещей, которые я видел в своей жизни. Я просыпался в криках. И после пары-тройки таких ночей моя бабушка спросила меня, что происходит. И я ей все рассказал. Про пистолет, про парня, которого меня чуть не убил. И она мне ответила, что у Бога определенно есть цель для твоей жизни. И если ты этого не замечаешь, тогда ты последний идиот, которого я только видел. Бог действительно что-то хочет от тебя. И если ты не найдешь это, то ты попадешь в ад. Прямо так и сказала. За столом во время завтрака. Я еще даже не закончил есть омлет, а она мне говорит, что я отправлюсь в ад. И я спросил ее, а что же мне делать? Она сказала, тебе нужно начать все заново и прийти к Богу. Я сказал ей, что искал его, но нигде не нашел. Она сказала мне тогда идти в церковь. Мой дедушка на тот момент уже умер. И она сказала мне, Бог всегда существует. Ты просто его еще не нашел. Тебе нужно продолжить поиски. И я стал деистом. Деист — это тот, кто верит в Бога, но не имеет религии. Так как я видел, пророки Бога молились во все времена, как указывается во многих религиозных книгах. Я стал молиться, опираясь на руки и колени, прямо на земле. И я думаю, именно это то, что случилось. Я перестал пытаться гнаться за Богом. И стоя в земном поклоне, я сказал, «Господи, если Ты желаешь, чтобы я познал Тебя, то направь меня. Покажи мне правильный путь. Я сам не способен на это. Мне нужна Твоя помощь. Твой прямой путь». Затем я снова стал понемногу изучать все религии. Но теперь было одно условие, чтобы принять какую-нибудь из них. Одно условие и все. Именно поэтому ни одна религия не удовлетворяла меня. Я больше не хотел слышать, во что мне верить или не верить. Я хотел увидеть. Каким образом, я не знаю, просто хотел увидеть. Я желал неопровержимых доказательств. Я хотел, чтобы кто-нибудь предоставил мне это, вложил мне это в руки, чтобы доказать мне истинность его религии. И так Библия не смогла этого сделать. Тора тоже не смогла. Бхагавад-гита тоже не смогла. Веды, которые можно изучать всю жизнь, тоже не сделали этого. Разного рода свитки тоже этого не сделали. Книги о Будде, Кодекс Бусидо и еще множество различных книг не смогли это все сделать. Они все анализировались, но в них я ничего не нашел. И однажды я сидел в доме друга, который был мусульманин. Я даже не знал, что он мусульманин. Я знал его несколько лет и даже не мог подумать, что он мусульманин. У него дома мы общались о религии. Я с другом даже что-то обсуждал, и даже не знал, что он мусульманин, по двум причинам. Первое, то, что он был афроамериканцем, так как я был убежден, что все мусульмане — это арабы. И во-вторых, я не знал, что мусульмане, наряду с тем, что поклоняются богу Луны, который живет в коробке, убивают не мусульман и избивают своих жен, я не знал, что им можно продавать наркотики. А этим как раз и занимался мой друг, продажей марихуаны. Итак, я в его доме обсуждаю что-то о религии. Он вошел в комнату, его звали Блант, хотя на самом деле его звали Муса, но мы звали его Блант. И он был из Нью-Йорка. Я должен был догадаться, потому что он постоянно говорил «деньги арабов», «у меня сделка с арабами» и все такое. Он вошел в комнату и сказал: «Вы когда-нибудь слышали об исламе?» Я сказал: «Да, я знаю об исламе все». Он сказал: «Я мусульманин». Я такой: «Да?» Я, конечно, знал, что ты шутник, но это даже не смешно.
Тебе не стоит так говорить. Мы, конечно, мы знаем, что ты остряк, но тебе не стоило бы кому-то так говорить. Тебя сразу повяжут. У тебя и так достаточно наркотиков, чтобы сесть пожизненно. И ты еще добавляешь, что ты мусульманин. Он сказал, да нет, серьезно, я мусульманин. Я ему говорю, парень, ты ведь черный. Он мне говорит, ты думаешь, я не знаю об этом? Я говорю, ты не можешь быть мусульманином, они только арабы. Он такой, о чем ты говоришь? И я рассказал ему все, что я знаю об исламе. Он ответил, не знаю, что ты там читал, это полнейший бред, который я только слышал об исламе. Ислам абсолютно противоположен этому. И я сказал, хорошо, расскажи мне тогда про ислам. Он сказал, я не могу, потому что я не самый лучший из мусульман. Я даже не совершаю молитву так, как должен. Я даже не выполняю того, что должен. И он сказал, я знаю, куда нужно тебе отправиться, чтобы узнать об исламе. Он сказал, пойдем со мной в пятницу в мечеть, на джума. Я говорю, все, что я понял из последних 3 слов, это только слово «пятница». Что что-то в пятницу должно произойти. Он сказал мне, что мечеть — это как церковь, только для мусульман. А джума — это что-то наподобие воскресной службы, только без стульев. Я такой, прикольно, церковь без стульев и без лавок. Я сказал, хорошо, но как мы доберемся в мечеть? Я не поеду далеко, потому что я считал, что мечеть должна быть где-то в другом штате. Я никогда ее не видел. Он сказал мне, она на бульваре. Я сказал, парень, ну ты и шутник. Я живу на этом бульваре, там нет никакой мечети. Точно нет, я был во всех частях города. Он сказал мне, ты знаешь, где улица Лив пересекается с Хэмптоном? Я сказал, ну все, без шуток. Я живу на этой улице, там нет мечети. Он говорит, не знаешь, где миссионерский учебный центр, который на углу? Я говорю, послушай меня, парень, я проходил там миссионерские курсы, чтобы стать миссионером, чтобы отправиться в другие страны и проповедовать мусульманам. Я проходил там миссионерские курсы, там нет мечети. Послушай меня, он сказал. Ты знаешь кирпичное здание на той же парковке, где и церковь, с золотистой надписью наверху? Это ведь тренажерный зал. Нет, это мечеть. Я такой, о мой Бог. Даже не улыбался. О, Боже мой! Эти безумные мусульмане всегда были рядом. Они жили на моей улице, и я даже не подозревал об этом. Я сказал, хорошо, увидимся там в пятницу. Я сказал своей бабушке, что эти безумные мусульмане всегда были рядом со мной. И она сказала, да, я знаю, но они никого не тревожат. И я сказал ей, что собираюсь отправиться к ним в пятницу на молитвы. Она сказала, хорошо, но только будь осторожен. Итак, я отправился в пятницу, но я не заходил в мечеть. Я ведь не дурак, чтобы туда заходить. У меня было уличное чутье, немного уличного навыка. Я вижу, что в этом здании есть только один вход. И пока я не буду заходить туда. Пока я лучше посижу на ступеньках церкви и понаблюдаю. Я хочу посмотреть, кто входит в эту штуку, в эту самую мечеть. И догадайтесь, кто? Арабы. Может быть, были и пакистанцы, но на то время они все выглядели для меня одинаково. Было несколько африканцев, но они не были афроамериканцами, а были натуральными африканцами. И я увидел, что ни один американец не вошел в это здание. И я сказал самому себе, первое — это то, что все мусульмане арабы, за исключением нескольких африканцев. Я стал писать на пейджере Мусе, потому что его не было. Итак, я вызывал его, но он мне не отвечал. Я спрашивал себя, почему его нет? Он мне нужен здесь, а его нет. И вот один парень подошел ко мне, как бы невысокого роста, и спросил, могу я чем-нибудь помочь? Он говорил очень мягко, был очень низким, где-то 1,60 м. И я сказал, что Муса пригласил меня посмотреть на вашу проповедь. Он сказал, что знает Мусу, и что он особо часто не приходит. Затем он сказал, пойдем со мной, я позабочусь о тебе. И он действительно был очень вежливым. Я помню, что он был очень счастлив пригласить меня в мечеть. Но я не видел никого входящего в здание, чтобы быть уверенным, что смогу справиться хотя бы с парочкой из них. Но все же я зашел. Я не увидел ни одной женщины. И подумал, что они входят с другой стороны. Когда я зашел, они мне поставили стул в конце мечети. Я сижу на этом стуле, вот так, и огромная группа арабов передо мной. И была занавеска. Вот здесь, позади меня. И женщины разговаривали там. Я мог слышать их шептания. Я не понимал, что они там делают, и как они туда попали. И почему они за занавеской? Я думал, это, скорее всего, для того, чтобы скрыть синяки. Или они там просто ждут, пока какой-нибудь мужчина не выберет одну как цветок, заберет домой и забьет и приведет обратно. И вот я сижу там, думаю обо всем этом, и безумнее этого я ничего не видел. В этот момент у меня, как в мультике, стало появляться чутье, как у Человека-паука, когда вокруг него была опасность, срабатывало это чутье. И я стал ощущать это.
Я сказал самому себе, тебя подставили еще прежде. Да, я был подставлен за свои грехи. Когда вы причиняете боль многим людям, непременно будет расплата. И я ощутил, что чувствовал в то же самое время, в тот вечер. Я стал задумываться, почему Мусы здесь нет? И я стал вспоминать, что он постоянно говорил о каких-то делах с арабами и их деньгами. Я сказал, этот парень, Муса, заодно с этими арабами, он приглашает сюда американцев в мечеть в пятницу, чтобы они могли делать свой джихад после пятницы и получать там своих девственниц. Я был подставлен. По-любому был подставлен. Я вместо жертвенного барана сегодня. Вот почему они посадили меня сзади, на этот стул. Вот почему они посадили меня так далеко от двери. Выход ведь только там, и у меня нет выхода. И я стал обдумывать, скольких пожилых арабов я смогу нокаутировать, чтобы убежать. Сначала я думал, что, возможно, лучше будет убежать через занавеску. Но потом осознал, что там слишком много женщин. И даже с хорошими намерениями я с ними не справлюсь. Еще я подумал, что, вероятно, они там хранят свои мечи и оружие. Как раз в это время появился имам. Он поднялся по ступенькам, и я сказал самому себе, ну хорошо, я смогу уйти во время его разговора, когда все будут сосредоточены на нем. Но я не верил, что он встанет и скажет им убить меня. Этого не может быть. Он был очень милым, и я не видел никого, кто возошел бы на трибуну, на мимбар, с криками «убить меня». Итак, он поднялся на трибуну и сказал, я такой про себя, о Господи, он приказывает им меня убить. Потому что он кричит на арабском, он стучит по трибуне, он указывает пальцем в мою сторону. И к тому же улыбается. Я никогда не видел никого, кто бы так кричал, и к тому же улыбался. И я такой, ну все, мне конец. Все кончено. Мне нужно убираться отсюда. Я был настолько близок к тому, чтобы убежать, просто как Джеки Чан, который прыгает в фильмах. А если я не убегу, то мне придется драться. Но я не смогу убежать. И я стал смотреть на окно. И сказал себе, если что, придется использовать этот вариант. И я стал бояться. Я действительно беспокоился, говоря, я не хочу умирать сегодня. Затем он перестал кричать на арабском и начал переводить то, что говорил. Вся хвала принадлежит Аллаху, Создателю всего сущего. Его мы молим и к Нему взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиту у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Ну, вы знаете перевод. Он перевел все это, и я просто выдохнул с облегчением. Это поймало мое внимание и поразило меня. Я подумал, неужели он прямо это и говорил? Я никогда не слышал, чтобы говорили так. Я никогда не знал, что можно кричать и улыбаться, говоря это. И я прослушал всю проповедь на английском. И хутба была о том, что прощение Аллаха открыто для любого. В любое время и в любом месте, без исключений. Неважно, что бы ты ни сделал. Единственное, что тебе не простится, это 3 вещи. Он сказал, когда ты не сможешь больше быть прощен Богом, это если твоя душа уже покинула тело, имеется в виду, когда смерть уже пришла к тебе, если ты поклоняешься чему-либо помимо Создателя, осознанно, и 3, если солнце взойдет с запада, имеется в виду перед концом света. Про последнее я как-то не понял. До этого времени он рассказывал длинный хадис про пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и ангела Джибрииля. Я не буду повторять этот хадис, потому что вы и так уже долго здесь. Но это история о том, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встретился с ангелом Джибриилем, и ангел сказал ему, скажи верующим, что Аллах сказал, что если они украдут, то Аллах, может быть, простит это. И он пошел и сказал об этом мусульманам, что если они украдут, то Аллах может простить им это. И они спрашивали пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а что насчет этого греха? А насчет этого греха? И ему пришлось снова спрашивать у ангела. И Джибрииль спрашивал у Аллаха, а потом говорил, что и это может проститься, пока Джибрииль наконец не сказал. Скажи мусульманам, что Аллах сказал так, неважно, что бы они ни делали, неважно, насколько большие грехи они бы ни делали, до тех пор, пока они не будут приобщать ему в сотоварищи никого, он будет им все прощать. Я такой, ничего себе, я никогда раньше не слышал ничего подобного. И путем прощения
было всего лишь покаяние. Устремиться к Аллаху, вернуться к Нему, покаяться во всем, надеяться на Его прощение и не повторять своих ошибок. И Аллах простит вам все. Он самый прощающий, самый милосердный. И я сказал самому себе, вот это да, ты сделал очень нехорошее дело, оценив всех этих людей только по одной книге. Подождем, пока поменяют кассету. И я сказал самому себе, тебе нужно срочно начать изучение религии ислам. Затем он закончил, и мусульмане начали вставать на молитву. Увидев это, я сказал, что они делают? Они становятся рядами. И кто-то подошел ко мне и сказал, что они собираются молиться. Я сказал, молиться кому? Он сказал, Богу. Я сказал, какому? Мне ответили, единственному Создателю небес и земли. И когда я услышал чтение Корана, на меня это совсем не повлияло. И это урок для нас. Когда мы, призывая, тратим 15 минут, читая Коран на арабском, в самом начале он не влияет на людей, которые не понимают его. Он влиял на сподвижников, потому что они понимали его значение. Но английский перевод — это уже другое. Я ничего не понимал из Корана, когда его читали. Но когда я увидел, как мусульмане начали склоняться в земной поклон, множество стихов из Библии стали возникать у меня в голове. Очень много стихов из других религиозных книг, которые я читал, указывающих, что это и есть тот самый способ, которым Бог сказал людям поклоняться Ему. И потом я осознал, сказав, подожди-ка, ведь это не молитва. То, что они делают, это не молитва. Это поклонение, а не молитва. И я знал разницу. Это было поклонением. И так после молитвы имам подошел ко мне. Ну, вы знаете, как мы обычно делаем призыв. 5 столпов ислама, 6 столпов веры. И я сказал ему, послушай сюда. Я не хочу показаться грубым, но ты не сможешь мне ничего сказать, чтобы я поверил в твою религию. Я слышал многое в своей жизни о различных религиях. И ты не сможешь мне ничего сказать, чтобы заставить меня поверить. Я был немного высокомерен, но все же я продолжил. Я хочу тебя попросить о чем-то. Есть ли у тебя доказательства? Потому что мой дедушка говорил мне, когда я еще был ребенком, и теперь я всегда это использую. Он сказал мне, молодой человек, правда всегда сопровождается доказательствами. Если кто-то пытается тебя убедить в своей правоте, попроси у него доказательства. Я так и сказал. Если у тебя доказательства, если у тебя то, что ты сможешь положить мне прямо в руки, чтобы поведать мне о твоей религии. Он улыбнулся и сказал, пойдем со мной. Он пригласил меня в его офис, потянулся к полке и взял книгу, а потом вложил ее мне в руки. Я посмотрел на нее, и там было написано «Священный Коран». Он сказал, это наша книга от Бога. И он стал рассказывать мне, что пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, была ниспослана эта книга. Я сказал, подожди, тебе не нужно мне больше ничего говорить. Если твоя книга — это то, о чем ты говоришь, она сама все расскажет за себя. Итак, я взял Коран домой и начал его читать. Я стал читать суру Аль-Фатиха, которая напомнила мне молитву «Отче наш». И то, что привлекло мое внимание больше всего, это был 2 стих во 2 главе. 2 стих во 2 главе сказал мне, что это Писание, в котором нет сомнения и нет противоречий. Я читал ее с небольшими комментариями. Нет противоречий, нет ошибок, нет расхождений и является верным руководством для богобоязненных. Я такой, да ладно, серьезно что ли? Это было прям как вызов для меня, потому что я находил сомнения в любой книге. Я находил противоречия в каждой книге. Я находил ошибки в любой книге, и я сказал, что найду их и в этой. И это была той причиной, которая побудила меня прочитать весь Коран. И я продолжил читать его. Сурат Аль-Бакара, Аль-Имран, Ан-Ниса. Я стал узнавать из нее имена, такие как Авраам, Ной, Лот, Моисей, Давид, Захария, Иоанн Креститель, Иисус Христос. Все эти имена мне попадались при чтении. Но было отличие. Рассказы в этой книге были о людях, имеющих высший уровень нравственности. Они не только обучали посланию, но и жили по нему. Они были самыми идеальными людьми, жившими на этой земле. Они были теми людьми, на которых ты можешь равняться, живя всю жизнь в удовольствии Бога. И единственное, что я мог сказать самому себе, вот это и есть пророки. Вот это и есть пророки Бога. И далее было сказано, если вы сомневаетесь в этом откровении, то найдите противоречие в нем. Если вы сомневаетесь в нем, то сочините что-либо подобное. И я сказал самому себе, да, это действительно цепляет. Это самый весомый аргумент, который я когда-либо видел в книгах. И я продолжал читать. Все больше и больше. Я не мог оторваться от этой книги. И когда я читал историю рождения Иисуса, его жизнь, целые 3 главы в Коране, Аль-Имран, Аль-Исра и Сура Марьям, которые ответили мне на все вопросы, которые у меня были насчет Иисуса. И то время, когда я закончил читать книгу, в воскресенье, 3 дня я был заложником этой книги. Когда я дошел до главы 114 Священного Корана,
Была уже глубокая ночь. Я был дома в своей комнате. И я помню, что я был весь в слезах, потому что все, что я мог сказать себе, было то, что эта книга, в которой нет сомнений, и действительно является верным руководством для богобоязненных. И я сказал в тот день, что хочу стать мусульманином. Мне не важно, какие это люди. Я ничего о них не знаю, кроме этой книги. И если они ей следуют, значит и я хочу быть такими, как они. И в понедельник я отправился в мечеть. Она была закрыта, и я поехал к имаму домой. Я сказал ему прямо: я хочу стать мусульманином. Он был шокирован. Он сказал: что? Я сказал: да, эта книга то, о чем ты говорил. Этого достаточно. Он сказал: если ты веришь, что есть только один Бог, и только Он достоин поклонения. Я ответил, что всегда верил в это. Я просто никогда не видел такой веры. Он добавил: но мне нужно рассказать тебе о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что вторая часть свидетельства — это вера в то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Я перебил его и сказал: есть только одно, что тебе нужно сказать мне о Мухаммаде. Он сказал: что? Я спросил: это он передал нам это откровение? Он сказал: да. Я сказал: значит, он пророк. Это доказательство. Потому что Бог идеален. Эта книга идеальна. И через кого она была ниспослана, он тоже идеален. И я сказал: Мухаммад его посланник. И в тот день, в декабре 1998 года, я принял ислам. И я сказал: вот и все. Я нашел смысл жизни. Я понимаю, что задержал вас. Но я хочу потратить еще около 5 минут, чтобы сказать вам, зачем я рассказал вам свою историю. Потому что если я делаю только это для развлечения, то клянусь Аллахом, я мог бы просто остаться дома и говорить это себе по 15 часов за раз. Серьезно, я мог бы просто записать и выложить все это в интернет. Так было бы лучше, чем вживую. Причина, по которой я рассказываю вам свою историю, это потому, что я не хочу больше никого видеть в поисках истины, ищущих ее тем путем, которым ее искал я. Я не хочу видеть никого, кому пришлось бы проходить через то, что прошел я. И есть так много людей в этом мире, в том состоянии, в котором я был в 98 году. Они потеряны и хотят узнать верный путь. Они хотят знать его со ссылками и фактами, с доказательствами. Их очень много в Австралии. Я знаю. Хоть никогда здесь и не был. Их очень много в Сиднее. Я знаю это. Хотя я здесь впервые. Их очень много среди ваших соседей. В таком же состоянии. Я уверен. Они потеряны и хотят узнать истину. А что делаем мы? Мы те, которые владеем этим. Почему людям приходится искать нас? Почему мне пришлось искать мусульманина, который жил напротив меня всю мою жизнь? Вот эти вопросы мы должны задавать самому себе. Почему людям приходится нас искать? Почему, когда я слышу, что кто-то принял ислам, я всегда спрашиваю их, как и почему? Я всегда спрашиваю их, как и почему? 4 из 5 человек приходится самим искать вас, чтобы узнать истину об исламе. Вот этот вопрос действительно надо задать самим себе. Мы ответственны за этих людей. Мы должны быть обеспокоены об этом, что Аллах даровал нам эту ответственность, религию ислам. Он доверил нам этих людей, которые ничего не знают об Аллахе и об этой религии, потому что это лежит на нас. Мы несем ответственность за это знание. Когда ты владеешь истиной, ты имеешь обязательство делиться ею. Тогда почему им приходится искать нас? Почему они делают за нас нашу работу? Это то, что надо обязательно изменить. Вот почему я рассказал вам мою историю, чтобы сказать людям о том, что это должно прекратиться. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم